Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Сейчас в России есть 3 зарегистрированные вакцины. Напомним, какие побочки существуют, кому какая вакцина рекомендуется и о сроках выработки антител в организме. В эту профессию люди приходят по призванию. Сегодня отмечается День соцработника. Управление соцзащиты в Алданскому району реализует комплекс мер поддержки. В школах Ленска организуют для своих учеников лагеря дневного пребывания. Какой досуг педагоги подготовили для ребят. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 32 природных пожара на площади свыше 13 тысяч гектаров. За сутки площадь возгорания увеличилась на более чем 2000 гектаров. Сложная обстановка сохраняется у сел Арангастах, Мар в Нюрбинском, а также в селе Тумул в Сунтарском Улусе. Для недопущения потенциальной угрозы от природных пожаров на территории Нюрбинского района самолетом-амфибией Б-200 на кромках природных пожаров у сел Тумул и Оюсут Сунтарского района слито 178 тонн воды. Близ села Мар в Нюрбинском районе вертолетом Ми-8 с водосливным устройством слито более 80 тонн воды. Также в Нюрбинском районе задействована аэромобильная группировка ведомства. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Силами Государственной противопожарной службы и спасателями республики выставлены посты безопасности у населенных пунктов Нахсыт, Эдей, Нюрбачан, Хандага, Хоро, Далыр и в местности Урадан. Специалистами экстренных служб проведена работа по прокладке и расширению минерализированных полос вдоль сел. Напоминаем, что на территории всей Якутии действует особый противопожарный режим и выезд граждан категорически запрещен. Ежедневно работают патрульно-контрольные группы. Теперь к эпидобстановке. Еще 101 человек заболел коронавирусом за сутки в Якутии. По информации оперштаба, из них в Якутске 62. В Мегино-Кангаласском районе 7 случаев, в Амгинском и Вилюйском по 6. В Верхневилюйском 5 заражений, еще в 6 районах по 2-3 новых случая. За сутки лаборатории республики провели 680 исследований на ковид. Уважаемые жители, на настоящий момент, безусловно, в наши районы, так же как и из республики, начинают выезжать жители нашей республики для проведения своего отпуска. У нас сегодня ряд санаториев, профилакториев, а также мест отдыхов на территории Российской Федерации в качестве условия выдвигают условия обязательного вакцинирования граждан. Я напоминаю, что в республике продолжается массовая вакцинация граждан республики. Во всех поликлиниках республики эту вакцинацию можно пройти. Сейчас в России 3 вакцины от ковида. Это «Спутник Ви», «Пивак Корона» и «Ковивак». У людей множество вопросов насчет прививки. Есть сомнения и страхи. Поэтому мы еще раз коротко напомним, какие побочки существуют, кому какая вакцина рекомендуется и о сроках выработки антител в организме. Первое – это «Спутник Ви». Ее вводят двукратно с интервалом в 3 недели. Эффективность составляет более 90%. Ожидается, что иммунитет формируется на 2 года. У привитых может подняться температура, появиться боль в мышцах, суставах и общая слабость. Применяют ее для взрослых от 18 до 60 лет. Вторая вакцина – это «Эпивак Корона». Вводят ее двукратно с интервалом 2-3 недели. Эффективность 100% в течение 1 года. Третья вакцина – это «Ковивак». Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявили. Особенность этого препарата – он подходит людям с иммунодефицитом. Все 3 вакцины противопоказаны беременным и кормящим женщинам, детям, а также больным онкологией, которые проходят химиотерапию. К другим темам. Минсельхоз России ожидает сохранения стабильных цен на все виды мяса в текущем году. По данным ведомства, на цены влияет растущая конкуренция на рынке. Сохранению стабильного уровня цен способствует высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса. Так, на начало июня цены сельхозтоваропроизводителей на свинину за месяц прибавили 0,2%, на баранину снизились на 1%, на говядину увеличились на 0,9%, на птицу на 0,8%. На цены также влияет растущая конкуренция на рынке, считают в министерстве.
В Амгинском районе на муниципальной дороге Амга-Аннес обрушился аварийный мост через речку Хакур. Работники дорожного хозяйства организовали временный объезд. До строительства моста жители села будут пользоваться этой дорогой. Строительство нового моста запланировано в текущем году по программе развития дорог республики, но из-за обрушения работу начнут раньше сроков, то есть в ближайшие дни. Также по программе развития дорог в этом году планируют строительство еще одного моста через речку Хаттыкы. Благодаря субсидии из Дорожного фонда республики в текущем году как раз планировалось строительство нового мостового перехода Сарм через данную речку. То есть и в связи с тем, что у нас мост обрушился, сейчас темпы работ будут ускоряться. Живая почва – основа производства здоровых продуктов питания. Специалисты службы земледелия проводят мониторинг состава почв. Сперва на поле специальным навигатором размечают площадку и по ее углам отбирают по почвенным бурам пробы по 100 граммов. Затем все это смешивают и получается так называемая объединенная проба. Далее ее доставляют в агроиспытательную лабораторию, где определяют минеральный состав, возможные процессы засоления и содержания тяжелых металлов. После чего дают рекомендации сельским хозяйствам. За год агрохимики региона с полей забирают примерно 3500 проб, а в лаборатории проводятся более 20 тысяч исследований. За год у нас проводится примерно 4500 анализов массовых проб. И по тяжелым металлам также, микроэлементы, радиометрия в почве. Но у нас очень много сейчас приборов стало. Вот новый pH-метр. Метр Толедо, который у нас повысилась производительность его до 40%. Потом у нас сейчас определяются в почве нефтепродукты. Это уже новые у нас методики. А также у нас тяжелые металлы начинаем определять, ртуть, мышьяк. С началом лета ряд домов по улице Кальвица и Клары Цеткин в Якутске остались без газа. При этом уведомления от газоснабжающей компании об отключении жильцы не получали. Многие жители приобрели электрические и портативные газовые плитки, чтобы хоть где-то готовить еду. У многих маленькие дети, родителям приходится отпрашиваться на работе, чтобы приехать и приготовить детям обед. Кроме того, увеличилась нагрузка на электричество, что грозит пожароопасной ситуацией. Представители газоснабжающей компании отказались давать нам комментарии на камеру, лишь отписались о том, что в домах с истекшим сроком эксплуатации должны проводить техническую диагностику газового оборудования, которая, по словам жильцов, стоит порядка 60 тысяч рублей. Они приехали 1 числа, повырезали задвижки у нас в подъезде. Вот, в первом подъезде вырезали задвижку, поставили заглушку и все, справились. К ним обратились, нам не предоставили никаких либо документов, с нами так общаются только по телефону. И чтобы встретиться, переговорить, с нами никто не выходит на контакт. То, что в наших домах находятся дети маленькие, которых надо кормить, и пользоваться электричеством, оно тоже не маленькие деньги стоит. У нас вроде бы как и трубы газовые есть, а мы не можем ничего, и плитку не можем электропоставить, потому что наш дом считается как газофицированный. И мы потребовали от Сахатранснефтегаза расторгнуть с ними договор, чтобы перейти на электроплиты всем. Будет выгодно всем и лучше, чтобы не было таких заморочек. На что нам они отказали, сказали, мы с вами не можем расторгнуть договор и не можем вам газ пустить, пока вы не сделаете независимую экспертизу. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. День соцработника установлен указом президента России в 2000 году. В Якутии в соцслужбе работают около 5000 человек, которые ежедневно заботятся о подопечных, делятся теплом своих сердец. В период пандемии в силу своих профессиональных обязанностей соцработники наравне с медицинским персоналом трудились на передовой. Сегодня в республике праздничные мероприятия прошли в онлайн-режиме. Впервые состоялась презентация и вручение общероссийского нагрудного знака «За милосердие». Общероссийский союз социальных работников и педагогов Российской Федерации учредил знак милосердия для тех социальных работников, которые проявили себя во время пандемии. Этот знак у нас впервые выдается, и сегодня буквально пару минут назад наш министр Елена Александровна вручила такие знаки, и сегодня получат такие знаки еще около 1000 наших коллег по всей республике Саха-Якутия.
Управление соцзащиты по Алданскому району реализует комплекс мер поддержки. Помимо выплаты дотации за одинокими пожилыми гражданами ведут уход, нуждающимся оказывают помощь по хозяйству. В отделении помощи на дому числится порядка 200 пациентов, их обслуживает 21 соцработник. В эту профессию люди приходят по призванию. Например, Татьяна Киселева работает в отделении 18 лет. В ее группе 12 пожилых людей. Старшие отметили 80-летие, а младшим за 50. Отношения Татьяны Анатольевны с подопечной настроятся на доверии и взаимопонимании. Вот эти вот инвалиды, которые более старшего поколения, они больше нуждаются в эмоциональной поддержке. Потому что они одни, поговорить не с кем. Некоторые все ждут своих детей, чтобы пришли, поговорили. Ну, конечно, приходится и убирать по дому, и кормить, то есть приготовлять пищу. Ну и следить за тем, чтобы принимали вовремя лекарства. Также приходится и купать, потому что они в состоянии, некоторые даже в ванну войти. В школах Ленска и Центре доп. Образования СРГ уже неделю организуют для своих учеников лагеря дневного пребывания. Не учиться, а отдыхать в школах ребята будут 21 день. Ежедневно у школьников трехразовое питание и план мероприятий. Какой досуг организовали педагоги и сколько ленских детей отдохнут в пришкольном лагере. Об этом в следующем материале. Свежий воздух, веселые интеллектуальные игры – вот так начинается день у ребят, отдыхающих в лагере дневного пребывания в 3-й городской школе. Счастливые и довольные после вкусного сытного завтрака они вышли на пришкольный стадион, чтобы поиграть в любимую игру. Мы сегодня играли в цепи кованые. Что тебе больше всего нравится здесь? Мне здесь больше всего нравится просто крутиться на тренажере. Меня родители заставили, и мне тут нравится. Скучать детям точно не придется. Педагогами лагеря запланировано множество интересных мероприятий, имеющих развлекательный, а также познавательный характер. Дети заняты в кружках, танцы, рисование, футбол – все, что так важно в детском возрасте. У нас сейчас охват детей 100 человек. Это две профильные школы и 2 площадки дневного пребывания по 21 дню. Маленькие детки у нас расположены в интернате, и повзрослее мы находимся в школе. Организовано питание, определено и время для отдыха. Это важно для совсем маленьких отдыхающих, таких как Амелия. Ей только 6, и она только пойдет в 1 класс. Ну, тут интересно, тут весело, и тут не скучно. И тут учителя тут добрые. И еще тут можно играть с детьми. Маша закончила в этом году 3-й класс. Она с большим нетерпением ждала летних каникул и открытия лагеря. Этот день у девочки обещает быть плодотворным. Впрочем, как и все остальные. Она довольна отдыхом и наслаждается им каждый день. Я тут отдыхаю, бегаю, играю в баскетбол, делаю зарядку, завтракаю. Для детей постарше работают группы декоративно-прикладного искусства и робототехники. Вот так весело проходит время у ребят. Всего организованным отдыхом в 3-й школе охвачено 100 детей, и рассчитан он только на 1 сезон, который закончится уже 24 июня. Стоит отметить, что во всех пришкольных лагерях соблюдаются все меры санитарной безопасности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это вся информация. Всего доброго и до свидания.